Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И начинаем с истории ТССР. 27 июля 1992 года в республике создана Ассоциация национально-культурных обществ, ныне Ассамблея народов Татарстана. 28 лет назад она объединила культурные общества азербайджанцев, башкир, чуваш, марийцев, украинцев, немцев и других народов, проживающих в Татарстане. В этот же день, в 1945 году, родился скульптор Махмуд Гасимов, автор памятников Баки Урманче, Салиху Сайдашеву и Габдуле Тукаю в Казани, Уральске и Санкт-Петербурге. В конце июля в 1937 году появился на свет и Галимзян Хусаинов, нападающий, двукратный чемпион СССР и трехкратный обладатель Кубка СССР. Это события прошлого, сейчас о главном на сегодня. Расплачивается за чужую халатность. Без машины. Я даже не представляю даже. Дети у меня, это моя жизнь, это святое. Я ради детей. У отца-одиночки из Мамадышского района хотят отобрать машину. В чем причина и будет ли решение, узнавала Зарина Ахметова. Оставили без квартиры. Я остался как бы хуже, чем бомжи. Я даже не знал, почему так вот, таким путем. Кто оставил 80-летнего пенсионера без своего жилья и где сейчас ему приходится жить, расскажет Вероника Гайнудинова. Осторожно, змеи! Вот первый раз увидел змеи. Сколько уже живу здесь, 20 лет. Жители республики все чаще встречают змей. Почему пресмыкающиеся не боятся выходить навстречу людям, узнал Рамиль Шайдуллин. В Татарстане подтверждено еще 3 случая смерти от коронавируса. Это 79-летний житель набережных Челнов, 66-летняя женщина из Зеленодольского района и 69-летняя жительница Казани. У всех троих были хронические заболевания. В итоге за последние 3 дня, по данным оперативного штаба, в республике подтверждено 8 случаев смерти от коронавируса. Что касается заболевших, то за последние сутки в Татарстане их 33. Выздоровели за день 30 человек. 502 татарстанца сейчас находятся в госпиталях с внебольничной пневмонией. Об этом на пресс-конференции сегодня рассказал первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев. Также он сообщил, что на аппарате искусственной вентиляции легких в республике остается 42 человека. Кроме этого, замминистра прокомментировал резкий скачок смертности в Челнах. По его словам, это связано с временным запретом на диспансеризацию и с тем, что люди, страдающие хроническими заболеваниями, не обращаются в больницы. Наша стратегия дальнейшая заключается в том, чтобы мы возобновили все профилактические мероприятия в полном объеме с точки зрения диспансерного наблюдения за хроническими пациентами, возобновление полномасштабной диспансеризации среди населения и, конечно же, доступность стационарных видов помощи для лиц, тех, которые страдают хроническими заболеваниями. К другим темам. Поверил продавцу, не проверил информацию и теперь может остаться без машины. У отца-одиночки из Мамадышского района отбирают автомобиль, который, по словам приставов, уже с 2016 года находится в залоге у банка. Об этом меня не предупредил ни продавец, ни ГИБДД, утверждает Ринат Ханов. Он один растит сына-инвалида и маленькую дочь, и автомобиль, на который они с братом копили долгое время, ему был необходим. Как не остаться без денег и без авто? Советуем посмотреть репортаж Зарины Ахметовой. Без машины. Я даже не представляю даже. Дети у меня, это моя жизнь, это святое. Я ради детей. Вот уже 5 лет Ринат Ханов растит 2 детей в одиночку. Супруга умерла, и мужчина взял на себя ответственность по уходу за дочерью и сыном-инвалидом. Мальчику требуется специальный уход, поэтому большую часть времени Хановы проводят в Казани. Без машины никак. 2 года назад знакомый таксист Рустам Каримулин предложил купить у него автомобиль за 220 тысяч. Они согласились. Ринат Ханов и его брат Фердинанд собрали все свои сбережения, оформили договор купли-продажи, сумму оплатили наличкой. Документы, в том числе ПТС, получили на руки. И все было хорошо, пока этим летом не приехали приставы. Заявили, что данная машина стояла у ворот, находится у вас в залоге, заложена в банк, Юникредит. Машину не трогать, не царапать, ничего. Все, машину отбираем. Решение есть, у нас судебное решение, мы исполнители. Это был как гром среди ясного неба. О том, что 2016 года машина заложена, нам предыдущий собственник не сообщал, говорят братья. А при регистрации в ГИБДД автомобиль без проблем поставили на учет и информацию не проверили. Никто не сказал. Вот
Это вот мы думаем, этому, я ему уже не могу сказать. Этому аферисту деньги дали 220 тысяч. Вот что получилось. Мы попытались пообщаться с продавцом авто Рустамом Каримуллиным. Вот что он нам ответил. Никто езжать не хочет. У него крыша поехала. Что-то, не знаю, придумает он. Хочет машину обратно вернуть, он не хочет. А почему на вас банк подал в суд и вот залог на имущество же без... Карантин был, работы не было, не платил. Вот. Тогда по логике взыскать задолженность должны у него. Но по словам приставов, купив автомобиль, Ринат Ханов купил и залог. Согласно действующему законодательству, право собственности залогового имущества переходит к новому владельцу и не отменяет залога. В связи с чем новый владелец обязан предоставить заложенное имущество для обращения взыскания. В ГИБДД утверждают, при регистрации машины информации о залоге в их базе не было. Ограничения появились тогда, когда приставы наложили арест на имущество, а банк уведомления о залоге не направлял. По информации, содержащейся в ведомственных учетах МВД России, запрет на совершение регистрационных действий с указанным транспортным средством был наложен службой судебных приставов 24 июня 2020 года. На момент регистрации транспортного средства за новым собственником, а именно 14 июня 2019 года, какие-либо запреты на их совершение отсутствовали. Плюс ко всему, на руках у нового владельца были все документы, в том числе ПТС. Как тогда банки следят за сохранностью залогового имущества? На этот вопрос в Юникредитбанке нам пока не ответили. Ждем их позиции. Если в целом, то Ринат Ханов не первый, кто попался на такую удочку. Подобные ситуации встречаются на каждом шагу. И, как правило, в таких случаях закон оказывается не на стороне нового владельца. Юристы поясняют, покупатель сам обязан проверять информацию о залоге в реестре уведомлений на сайте Нотариальной палаты. Автомобиль был в залоге от 2016 года. Информация висит на реестре залогов на сайте. Если была ситуация, что человек не убедился, что автомобиль в залоге, и он мог эту информацию узнать, в данной ситуации автомобиль у него изымут, и он здесь единственное, что может, это потребовать денежные средства с предыдущего продавца. Еще раз запомните этот сайт – реестр залогов. В поиске по данным вы можете проверить, заложено ли имущество в банке. Только в этом случае можно будет доказать, что вы добросовестный покупатель. Получается, что в сделке, в которой участвовал продавец, банк и ГИБДД, крайним все же остается покупатель. И разве это не брешь в законе, раз никто никого не обязан уведомлять о залоговом статусе имущества? И теперь то, что покупатель не знал о залоге, становится лишь его проблемой. И машину у него отберут в любом случае. И он останется и без транспорта, и без денег. А вот прежний владелец автомобиля за счет его продажи смог и деньги получить, и избавиться от кредитного бремени. Сейчас Ринат Ханов хочет хотя бы вернуть свои деньги, подав в суд на продавца. А пока ему снова придется все тащить на себе, потому что средств на покупку нового транспорта у семьи нет. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Мамадышский район. Возможно, среди наших телезрителей есть юристы и просто неравнодушные люди, которые могли бы помочь Ринату Ханову и его семье в решении этой проблемы. По всем вопросам обращайтесь в нашу редакцию по телефону 570 50 17. А это еще одна похожая история. К нам обратился инвалид первой группы Ахат Хафизов. 80-летнему пенсионеру сейчас приходится жить у незнакомых, но неравнодушных к его беде людей. По его словам, родная дочь и зять оставили его без квартиры. Родные же уверяют, готовы купить ему жилье, но просят подождать. И так уже 6 лет. Жил я в этом доме. Вот, прекраснейший район. 77 квадратных метров. Просторная квартира на Натана Рахлина была Ахата Хафизова, пока в январе 2014-го к нему не постучались новые хозяева его жилья. С мошенническим путем. Не моя дочь, начнем, зять мой дорогой, так вот вроде бы. Ну и с дочкой тут разные совместно, раз они муж и жена. Так вот. И вот оформили квартиру вот эту благородную на себя. Как квартира оказалась в собственности сначала его дочери, а потом и других жильцов, инвалид первой группы не знает до сих пор. По данным из райпалаты, в начале 2014 года Ахат Хафизов продал квартиру своей дочери. Только вот пенсионер утверждает, что своей подписи не ставил. Остался как было хуже, чем бомжи. Я даже не знал, почему так вот. Таким путем оказался я на улице.
конце 2014-го дочь Ахата Хафизова квартиру продала. Этот факт она не отрицает. Только вот пенсионер, говорит, об этом не знал. В ходе проверки было установлено, что действительно в 2014 году он продал свою квартиру на Танарахлина своей дочери. Вместе с тем денежных средств за продажу этой квартиры он не получил. Дочь с зятем обещает ему купить новую квартиру. Только обещанного он ждет уже 6 лет. По словам пенсионера, дочь его временно прописала у себя в доме. Но, говорит, ни ключи не дает, ни дверь не открывает. Валеру! Вроде бы числись тут прописаны, а на самом деле они меня не пускают. Ключей не дают. Пока Ахата Хафизова у себя приютили неравнодушные люди, он ищет поддержку в разных инстанциях. Написал заявление в прокуратуру, где ему подтвердили, что ему положена доля в доме дочери. Но ему нужна его квартира. Квартира со всеми удобствами, понимаете ли, как положено. Вот. А не так, что, допустим, там вот предлагает долю в том доме, где вот они долю мне предлагают. Мне долю не надо. Обращался он и в аппарат уполномоченного по правам человека. Когда сторонами правового спора являются физические лица, уполномоченные по правам человека не могут рассматривать жалобы. Законодательство признания права собственности на недвижимое имущество в случае возникновения споров осуществляется исключительно в судебном порядке. Подавал заявление Ахат Хафизов и в правоохранительные органы. Однако уголовное дело прекратили. Говорят, что состава преступления нет. Уголовное дело опять прекратили. Сейчас мы готовим жалобу в городскую прокуратуру. Прояснить ситуацию мы попросили и дочь Ахата Хафизова. Но кроме слов любви к своему отцу мы ничего не услышали. А почему он тогда на улице живет? Не знаю, спросите у него, пожалуйста. Я его очень люблю. Однако прокуратуре дочь пенсионера ясную информацию все-таки дала. Те деньги, которые были получены при продаже квартиры, они направили на ремонт дома владения, в котором они проживают. Тот факт, что своими действиями нарушены были права Хафизова, они не оспаривают, и они готовы предоставить ему также благоустроенное жилье купить, но для этого им требуется время не менее 1 года. Но квартира нужна ему в течение 2 месяцев, поэтому в прокуратуре намерены обращаться в суд. Здесь, говорят, Ахат Хафизов попросил время подумать. Вопрос он хочет решить мирным путем. С одной стороны, квартира ему нужна сейчас, с другой, все-таки это родная дочь, которой он все еще посвящает стихи. Награды больше не надо. Об этом, дочка, знаешь ты. В тебе мы видим постоянство. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Челнинского перевозчика банкротят за долг в 500 000. Почему его подозревают в налоговых аферах? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Нашествие или совпадение? В соцсетях одновременно начали появляться фотографии со змеями. Татарстанцы видят их то у воды, то на улицах, а то и в собственном дворе. Причем фото самых разных районов – Балтасинского, Арского и не только. Они появляются даже в тех районах, где их никогда не видели. Напомним, только с начала года 4 татарстанцев доставили в больницы со змеиными укусами. Откуда столько змей и нормально ли это для июля, выяснял Рамиль Шайтулин. Метр в одну сторону и столько же в другую. Этого гигантского ужа в Арском районе в Инстаграме оценило почти 50 000 человек. Оказалось, присмыкающие сюда повесили, а не оно само заползло, как многие думали сначала. Видео было снято здесь, как мы понимаем, да? Да, вот именно на это я сюда повесил. Автор видео – житель села Нижние Аты Зульфат Кадыров. Это он обнаружил змею, когда купал коней. Лошади подали знак, что кто-то крадется. Молодой человек схватил палку. Слез с лошади, такой, смотрю, змея. И вот сразу палку взял в руки и ударил несколько раз. По словам местных жителей, это первый случай, когда змеи так открыто попадают в глаза человеку. Обычно они либо прячутся, либо их не разглядишь среди вот этой высокой травы. Но этим летом змеи выходят наружу. Еще одну, но позже увидел другой житель села Хайдар Каримов. Мужчина, пастух, встретил ужа по дороге на работу. Черные глаза, это желтые. Как заметили в сельсовете, единичные случаи нашествием точно не назовешь. Змеи здесь были и раньше. Говорят, что больше наблюдается. Это уж, наверное, связано вот с сухой такой погодой. Аномальная жара ведь вот стояла неделями, дней 10 даже, можно сказать, в последнее время. Дожди тоже у нас
почти не было, можно сказать. Между тем, свежие фотографии появляются не только из Арского района. Очевидцы видят змей в самых разных уголках Татарстана. А в больнице с начала года уже обратились с укусами 4 человека. Однако специалисты утверждают, змей больше не стало. Информация о том, что змей в этом году стало больше, нежели в прошлые годы, у нас нет. С наступлением лета змеи становятся более активными. И, соответственно, когда люди начинают активно выезжать на свои приусадебные участки или просто отдохнуть на природе, естественно, что количество встреч со змеями, оно может быть больше. При встрече со змеями биологи не советуют прикасаться к ним, ведь, как правило, они не нападают первыми, даже ядовитые гадюки. Если же есть подозрение, что в траве змея, лучше перепроверить шестом или палкой. Рамиль Шайдуллин, Владимир Ларионов, ТНВ, Арский район. 36 районов республики вышли на уборку урожая. Жатва стартовала. Первый обоз в Азнакаево проводили на элеватор праздником. 15 грузовиков с зерном проехали по центральным улицам города. Его встречали аграрии, механизаторы и ветераны. Здесь же всех угощали свежим хлебом. Сейчас в районе урожайность 45 центнеров с гектара, и эту планку опускать не собираются. В целом по республике обмолочено более 57 тысяч гектаров. Средняя урожайность 42 центнера. Рустам Минниханов ушел в отпуск на 2 недели. С 27 июля по 8 августа в соответствии со статьей Конституции Татарстана обязанности президента республики будет исполнять премьер Алексей Песошин. Процедура голосования в Татарстане будет длиться 3 дня, с 11 по 13 сентября. При этом статус единого дня голосования по-прежнему остается за 13 сентября. Центр избирком республики сегодня принял постановление о досрочном голосовании на основании решения ЦИК России. Пока 3-дневное голосование касается выборов президента Татарстана и доп. Выборов в Госсовет по Елабужскому округу. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев. Механизм «Мобильный избиратель» заработает с 29 июля. Подать заявление на голосование по месту пребывания можно до 8 сентября. Их принимают в МФЦ, на портале госуслуг, в территориальных комиссиях, а со 2 сентября и еще на избирательных участках. Что касается электронного голосования, то в этом году его в республике не будет. 100 тысяч на развитие своего дела. В Казани раздали 4,5 миллиона рублей. Их получили те, кто участвовал в конкурсе для самозанятых. Теперь они смогут потратить эти деньги на покупку оборудования для работы или обучения в своей сфере. До конца года в мэрии Казани планируют увеличить число грантополучателей до 100 человек. Вероника Гайнудинова узнала, за что дают деньги. Сегодня у нас тема с тобой продвижения личного бренда. Диляра Фаткулина одна из первых еще в январе 2019-го стала самозанятой. Она маркетолог, помогает предпринимателям увеличивать продажи и продвигать свой личный бренд. В пандемию Диляре пришлось полностью уйти в онлайн и снизить стоимость своих услуг, чтобы сохранить клиентов. Узнала о гранте и сразу подала заявку. Повезло, выиграла. Я собираюсь эти деньги освоить. Я и в портфолио это написала на смартфон. Смартфон, он является, мой смартфон, он уже достиг вообще максимальной технической усталости, потому что это мой инструмент. Я по нему веду вебинары, я по нему веду консультации, я по нему раскручиваю свой блог. У Ланды Шаскаровой в апреле из-за пандемии выручка была нулевой. Она художник-дизайнер по лазерной резке. Работа и так сезонная, готовить декор к свадьбам, а тут с запретами и вовсе лишилась заработка. Признается, грант получила в самое нужное время. Знает, на что потратит. Покупку дополнительного оборудования – это краскопульт, который облегчит мне работу, и термопресс, который также позволит мне расширить ассортимент. 100 тысяч рублей сумма гранта. Конкурс проводила мэрия Казани. Имена победителей сегодня озвучили на деловом понедельнике. Выиграли 46 самозанятых. Все они должны были официально заниматься своим делом не меньше 3 месяцев, не иметь ИП, платить налоги. Дополнительные денежные средства в виде грантов на развитие бизнеса – это всегда неплохо, а в условиях пандемии и экономического кризиса это реальная помощь. А мы понимаем, что у самозанятых возможностей намного меньше, чем у более крупного бизнеса. Большинство грантополучателей – сфера культуры. Это, например, звукорежиссеры, видеооператоры. Из технической сферы – автомеханики, архитекторы, проектировщики. И сфера услуг. Эти деньги самозанятые планируют направить на обновление техники и профессиональное обучение. Впереди второй этап конкурса. Все заявки уже поданы. Гранты получат еще 54 самозанятых в Казани. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Стреляли, метали гранаты и преодолевали полосы препятствий. На учебно-тренировочной базе «Алмаш» прошла военно-патриотическая игра «Патриоты нефтехима». Давай!
Давай быстрей! Это были нелегкие испытания. Самой сложной для всех оказалась полоса препятствий из 7 этапов. Переправа по мосту, метание гранаты, движение через тоннель. Все это потребовало от участников хорошей физической подготовки и высокой выносливости. Следующим заданием стала не менее интересная и захватывающая игра – пейнтбол. Это отличная возможность показать военную тактику и сплоченность команды. От действий каждого участника зависел исход всей игры. Это моя первая игра, я очень сильно волновалась, эмоции зашкаливают. Правильная тактика нам помогла выиграть, в принципе, в этой схватке. Это я, Алина! Все было очень интересно. Участники соревнований – молодые люди, работающие в различных подразделениях ПАО «Нижнекамск нефтехим». Команда «Фаворит» защищает честь завода СПС. Это не первое их выступление. По словам игроков, они понимают друг друга без слов. Ежегодно мы выступаем, всегда с удовольствием принимаете участие в этих соревнованиях. Несмотря на здоровое соперничество, стремление победить не было главным. Всех объединило желание провести выходной день среди коллег, зарядиться позитивом и насладиться хорошей погодой. В мероприятии приняли участие 20 команд, всего более 150 человек. Военно-патриотическая игра прошла на учебно-тренировочной базе «Алмаш». Соревнования носили название «Патриоты нефтехима». Патриоты нефтехима – это и взаимовыручка, понимание, чувство локтя товарища, то есть сплочение коллектива, патриотизм, нравственно-патриотическое воспитание молодежи, которое так необходимо в наше время сейчас. И патриотизм к своей работе, к своему предприятию. По итогам соревнований сильнейшие команды акционерного общества «Нижнекамск нефтехим» награждены кубками, грамотами и памятными призами. Обладателями гран-при по 3 видам программ стали команды завода СПС, ИМ и УОП «Нефтехим». Салават Мухаммадуллин, Гулия Нигматуллина, Фахри Исламов, ТНВ, Нижнекамск. На этой неделе весь мусульманский мир отметит Курбан-Байрам. Приятный подарок уже за неделю до праздника получили жители деревни Верхняя Карса Арского района. Построил ее местный предприниматель Ильхам Хисамиев. Завет своего отца он вместе с жителями деревни воплощал в жизнь на протяжении 5 лет. До этого прихожане ходили в старый храм. Первый азан в новой мечети услышала и Аля Харудинова. Это первый азан в новой мечети. За нее жители благодарят местного предпринимателя Ильхама Хисамиева. Белый пуховый платок на плечи той, чей сын взялся за строительство. Пусть эта шаль греет вас многие годы. Ваш сын не только ваша гордость, он гордость всего Татарстана. Перед смертью отец Ильхама Хисамиева завещал ему: постарайся построить мечеть. И сын в 2014 году начинает строительство. Благое намерение поддержала вся деревня. Здесь созданы все условия. Не только для мужчин, но и для женщин. В старую мечеть наши бабушки, мамы не могли ходить, а сейчас радуются, и для них двери открыты. Есть в деревне и те, кто на молитву приходит регулярно. Таких примерно 10 человек. До этого прихожане ютились в старом каменном здании. При советах оно служило начальной школой. В деревне Верхняя Карса сюда на праздничные проповеди собирались до 120 человек. Места всем не хватало. Сейчас другое дело. Эта мечеть на каждого из вас возлагает огромную ответственность. Здесь должны 5 раз звучать азаны. Сюда должны приходить на намаз. В вашей деревне 250 человек. Мечеть вместит всех. Главное, чтобы вы приходили. Теперь здесь будут не только читать намаз. При мечети будет работать медресе. Я и в старой мечети преподавала. Тогда еще в нашей деревне никто намаз не читал. Сейчас многие знакомы с Кораном. Продолжим это и здесь. В Арском районе сегодня 128 сельских поселений, 85 из них работают мечети. Новая мечеть, ее назвали Ильдус в честь отца-благотворителя, по счету 86-я. К осени планируют достроить еще 6 мусульманских храмов. Алия Хайрудинова, Рамиль Гарипов, Рамиль Гарифуллин, ТНВ, Арский район. Подарок к 75-й годовщине Победы. На одном из зданий исправительной колонии номер 19 появилось огромное полотно. На 80 квадратных метрах художник создал панно с узнаваемыми событиями из военной хроники. Чтобы создать картину мастеру, а это один из осужденных, понадобилось 2 месяца. Какие дальнейшие планы у художника, узнавал Ильгиз Шакуров. Это последние штрихи, и картина будет готова. Сегодня последние штрихи, а ровно 2 месяца назад здесь была просто стена. Антон Агапов, осужденный из Казанской исправительной колонии, преподнес вот такой подарок к 75-летию со Дня Победы. Тут 4 основных зоны. Начало войны, самое начало войны, первая минута войны.
разгар сражения, там, выдружение над Рейхстаг флага и сам парад победы. Как бы вся война именно от первой до последней минуты. Рисованием Антон увлекался, говорит, еще с детства. Когда администрация колонии предложила разрисовать одну из стен здания, с радостью согласился. Картина исполнена в технике аэрографии с использованием 12 основных цветов. Рисовал художник по 6 часов в день. Размер картины художника составляет почти 80 квадратных метров. Символичным стало то, что картина появилась на стене возле этого мемориала. Теперь это целая отдельная площадка, посвященная Великой Победе. Здравствуйте, в эфире студия «Премьер-19». Сегодня в выпуске. Здесь есть и свое телевидение, и один из сюжетов обязательно посвятят новой картине. Сейчас в исправительной колонии номер 19 отбывают наказание почти 1000 заключенных, и каждый может найти занятие по душе. Работают 13 кружков. Свободное от работы время они занимаются театральным кружком, кружок кинолюбителей, также кружок шахмат, по мини-футболу, любители баскетбола. То есть очень много кружков, в них состоят более 600 осужденных. А местный художник, как его сейчас здесь называют, уже готовится к новой работе. В планах у Антона украсить еще несколько зданий исправительной колонии. Ильгиз Шакуров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. В студии София Егорова. О погоде через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Угульме, Бавлах и Азнакаево в предстоящие сутки будет малооблачно и плюс 25 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ожидается жаркий день, плюс 27. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши малооблачно, преимущественно без осадков, плюс 26-27 градусов днем. Очень тепло в Арске, Кукмаре и Бутаси. Не исключены небольшие дожди. В Болгаре, Дрожжином-Буинске температурный фон повышенный, возможны дожди, плюс 27. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше малооблачно и очень тепло, днем до плюс 27. В предстоящие сутки ожидается малооблачная погода, местами не исключены небольшие дожди. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В Казани будет малооблачно, не исключены небольшие дожди. Ночью около 16 тепла, а днем температура составит около 26 градусов выше 0. Ветер западный слабый, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.